Приветствую вас, отец Сергий. Да, добрый вечер. Отец Сергий, вы не являетесь предстоятелем Украинской Православной Церкви, Киевского Патриархата, однако являетесь одним из известных священников, занимаетесь социальной работой, ну и именно то, за что ваша церковь любит, это помощь фронту, помощь людям, которые по-настоящему борются за Украину. Вот вы все это наблюдаете как священник. И что? Чем эта бийка закончится, такая пока словесная? Ну, я прямо там не такой специалист, я больше занимаюсь социальной работой, спасибо за комплимент. Но я бы хотел сказать, что, как показывает история, всегда неправда проигрывает. И в данном случае очень больно смотреть. Все равно же это христиане и священники, которые не могут сделать шаг такой простой, смириться, попросить прощения, признать свою неправоту. И наступает момент, когда неправоту нужно признать просто. А мы видим просто людей с крестами, которые с куполами золотыми в храмах, они не могут проявить вот эту христианскую любовь и признать свою неправоту перед мировым православием сегодня. И самое главное, наверное, чтобы так наши телезрители поняли, церковь всегда должна объединять людей. И мы видим одну церковь сегодня в Российской Федерации, которая разъединяет людей, продолжает устраивать раскол в Украине разными методами, разными способами, с одной целью — не потерять влияние над Украиной. Потому что сегодня Российская Федерация потеряла влияние политическое, экономическое, можно так и сказать. И ей оставалось одно — это влияние церковное. Украину в церковном сообществе представляла всегда Российская Федерация. Вот последний визит встречи Кирилла на Кубе, или когда Кирилл приезжал к Варфоломею, и украинский вопрос представлял именно предстоятель церкви, патриарх Московский, а не митрополит Владимир. И они просто теряют полностью все рычаги. И я думаю, что порядочный священник сегодня в Украине должен просто прийти в объединенную церковь, которая будет ближайшими днями создана, чтобы в Украине была самостоятельная церковь, которая будет со своим народом и вернет историческую справедливость Украине. И второй вопрос у меня к вам, отец Сергий. Вот по вашим ощущениям, все-таки мы с Александром Харой, который тут сидит в студии, не погружены внутрь церковной жизни, естественно. И мне например, интересно, и Александру тоже, вот на уровне священства вы все-таки как-то общаетесь, как-то смотрите ситуацию. Вот вы сказали про христианское смирение и объединение. Вот представим, что завтра утром приходит Томас, да? И вот пришел Томас. И что происходит со священством и с прихожанами храмов Украинской Церкви Московского Патриархата? Если можно, коротко, ваш прогноз. Если коротко, как я понимаю, будет создана единая структура, в которую войдут представители Киевского Патриархата сегодня, автокефальной церкви, и те епископы, которые пожелают из Московского Патриархата войти в эту структуру, вновь созданную церковь с приходами и священниками. Будет создана единая поместная украинская церковь. Все остальные церкви, которые в Украине называются Московский Патриархат или Украинская Православная Церковь, сегодня так она называется, они будут называться честно Русская Православная Церковь в Украине. Президент сегодня обещает верным Русской Православной Церкви на территории Украины соблюдение их религиозных прав и свобод, как в любом европейском государстве. Но называться она будет, по закону уже должна называться Русской Православной Церковью, я правильно понимаю? Она должна называться так, как она должна называться. Вы сейчас показываете сюжет, где патриарх Кирилл дает указания митрополиту Ануфрию по скай-конференции. Это видео есть на сайте Русской Православной Церкви, там очень четко показывается подчинение украинских епископов патриарху Московскому. Он говорит Ануфрию: «Владыка, мы вам сообщим о наших результатах, что вам делать дальше». Вот вся самостоятельность Украинской Православной Церкви, которая в Украине называется Московский Патриархат. И вот этого, я думаю, больше не будет.
будет четко русская православная церковь, которая находится в Украине. И люди могут сделать выбор. Их никто не будет обманывать, как их обманывают сейчас в каждом храме. Храмы переходить в эту единую поместную церковь? Совсем короткий ответ, если можно. Вот община собирается, как это может выглядеть? У вас выступал не так давно владыка Евстратий Заря, спикер нашей церкви, и на страничке в Фейсбуке очень подробно каждый день он отписывает все вот подобные вопросы, что будет происходить и как это будет выглядеть. Я предлагаю слушателям и телезрителям смотреть его страничку в Фейсбуке Евстратий Заря. Я думаю, что владыка говорил у вас на передаче последней о том, что собственность приходов, монастырей принадлежит религиозной общине. И община будет иметь право юридическое после принятия законов, когда будет подписан документ о самостоятельной церкви, перейти в лоно единой поместной украинской церкви.